технологий самой мебели, теперь переходим к технологии построения бизнеса. Да, Да. получается Я думаю, что так. эволюция, через которую проходит любой бизнес. И многим это очень интересно. Я думаю, что для человека, особенно учредителя, который строит бизнес и думает о будущем, конечно, самый важный фактор – это кто находится у него в бизнесе, кто входит и от кого он хочет избавиться. Или там, и разборчивость в людях с точки зрения, не только с точки зрения профессионального, а с точки зрения человеческих способностей. Наверное, Кто этот человек, прежде Да. всего? Потому что в самом начале, когда бизнес входит знакомые давно люди, там это ощущение опасности не присутствует. Всегда Ну, знаешь. такое доверие абсолютное. Мгм. А потом- Проверенные. Ну да. И потом, когда этот ресурс исчерпан, и входят люди совершенно неизвестные, с какой там целью, какие у них жизненные позиции, это, конечно, становится достаточно таким существенным. Поэтому иметь на данном этапе нормальную технологию найма, это, я думаю, что многого стоит. У меня была история, просто я пытался через заявленные компании на рынке, которые предлагают Кадровый подбор. кадровое кадровые, да, агентство. не получалось. И как в итоге вы подбираете персонал? Ну, потом я случайно попал на один семинар, где, в принципе, мне показалось, что да, у них есть такая хорошая основа и для них человек сам, он достаточно такой известен. А когда, зная человека, происходит сама технология найма, это уже становится опять, это не способ, а технология. Понятно. Вот такая технология существует, но я не знаю, здесь вопрос рекламы, продвижения компании. Ну, то или есть там, да? есть некая компания, которая предлагает такую технологию, да? Вы ее и- используете и набираете самостоятельно. Да, надо научить кого-то, который находится в этой области, лучше и самому, и потом сколько в То конечном есть это счете. не стандартный способ в лице там HeadHunter или Суперджоп, да? Это бесполезно. Ну, я бы не сказал бесполезно, потому что я не буду прав на 100%. Я хотел сказать, что есть более эффективные. Ну да, то есть выборка просто в данном случае будет гораздо больше, чем вот та технология, которую применяете вы. И Да, я вот смотрю. очень интересно, да, как раз мы смотрим на такой прекрасный документ, который называется «Этические правила для сотрудников фарема кухни». Вот это в рамках этой технологии, Да. вот такие Расскажите, документы. зачем вы выпустили такой документ и какую роль он играет в компании? Но я могу сказать опять свою роль. Понимание владельца бизнеса своей роли, это во многом, я считаю, становится определяющим для бизнеса, когда оно переходит вот в фазу роста, когда начинает расти. И основная роль владельца бизнеса, он переходит от продукта именно к самому построению бизнеса. компании, А в компании основной ресурс – это люди. Люди с их способностями и их разный уровень. А кто разработал эти правила? Вот их целых 25, и как они это появились? видно, насколько это основательно продумано. Кто этим занимался? Я лично. Лично вы. Но говоря лично, я не говорю, что я все этот тексты придумал. Ну, вы заложили основу и фундамент всего этого, правильно? Я запустил процесс, но в этом участвовали все сотрудники компании. Это не то, что я придумал и передал для сотрудника. Это Ну, что- то есть, Мне кажется, здорово, что Это творческий наши процесс. зрители, они могут услышать И поучиться, практические да. инструменты, действительно понять на примере, что это дело собственника компании, да, и что Заниматься насколько и важно такими вещами свои тоже. принципы озвучить, и чтобы сотрудники... И их главное, видели. надо понять, да, вот это, наверное, основной бич наших мебельщиков, что бизнес мебельный – это не только производственный процесс. И не только и не столько Не- продукт, да, не получается, столько а команда, продукт. компания, Абсолютно, которая да, делает. согласна. Здорово. Вот, поэтому, может быть, тогда мы все-таки поговорим и о технологиях, да, о современных Что решениях. делает, что создает ваша команда, чем вы сейчас живете, что вы двигаете на Какие рынок? современные решения, да, что ждать российскому потребителю кухни, каких чудес? В принципе, все мебельщики кухонные, именно я имею в виду, кто сейчас основные игроки на рынке, они производят, ну, как сказать, все в одном русле идут. И каждый у кого-то что-то подглядывает, каждый у кого-то что-то подсматривает. И, в понятно. принципе, нельзя сказать, что сейчас есть кто-то один из них, кто делает что-то Кто уникальное. делает моду, да, Да, это кухонную, что кто-то условно. кухонная мода. Все это все равно слизывается с каких-то итальянских Вот я и хотела салонов и спросить, так для далее. вас, конечно, флагман – это и Еврокучина, то, что в Милане, Не да? скажу.
Нет? Я скажу, что, конечно, наверное, да, но мы хитрым путем идем, мы туда часто не ездим. Ага. Мы отправляем туда наших конкурентов, потом приходим к конкурентам, Ага. смотрим, вот смотрим что у них идет, и потом реализовываем это просто у себя. Я не считаю, что для этого обязательно, что там какой-то супер такой тренд задается, который необходим нам сейчас. Мы еще немножко все равно в этих... Отстаем. Мы на Да. 3-4 года в любом случае отстаем от Европы. А может быть... этому есть причины. Ну, Но может быть. есть причины, как мне кажется, мы такая, ну, как сказать, квартирная Москва. Если касаться Москвы, да, это такие 3-5, Ну 5 да. на 5 и так далее. И то, что там предоставляется, все вот эти вот каменные столешницы, вот эти все просторы, Островные конструкции. да, пентхаусы, там, студийные кухни, это отчасти, оно, конечно, красиво выглядит, конечно, это все эстетично и погружает тебя в какой-то «хочу», но в итоге, когда ты приходишь в салон и видишь такое, ну, вот, по примеру, то, что как клиенты у нас в салонах, да, когда они видят какую-то размашку, о, это мне не подойдет. А покупается вишня, которая 3 на 6, да? Да, покупают в итоге какой-то уголок, да, потому что вот это мое. И чем лучше, ну, по примеру Икеи нельзя не сказать, чем лучше ты дашь человеку картинку уже готового какого решения, да, тем легче ему будет сориентироваться, потому что он скажет, мне вот такую, только в красном цвете, То есть допустим. не надо как бы вот Слепо, этих вот да, слепо копировать. копировать, надо быть ближе к своему конкретно потребителю, да, знать, кто он, что он, визуализировать это. Но тем не менее, и именно я имею в виду как раз вот на точке контакта в салоне, да, если, допустим, но тем не менее через какие-то каталоги, через сайт, через свое какое-то позиционирование, надо, конечно, подавать какие-то... Должно и то в равной степени быть, потому что человек должен понимать, что да, они как бы... Я правильно понимаю, что все-таки вы стараетесь сохранить образ компании, которая формирует тренды на кухонном рынке, да, но при этом думают о любом классе и уровне потребителей, готовы предложить разные решения. Предлагают. Да, все правильно. Все правильно, да, так оно и есть. Но при этом в основе держим такое, что мы не идем в какой-то сегмент, где предлагается дешевая, но и в то же время некачественная мебель. Понятно. Вот та идея, которая была на кухне 8 лет, это по основе То есть слепо остается. за экономией вы не Нет, гонитесь. да. Это не ваш как бы... Держим марку. не ваш. Да. Держим марку. Ну, с точки зрения покупки материалов, там, которые мы применяем, с точки зрения качества там, комплектующих, аксессуаров, все это у нас иногда такой соблазн возникает. Вот сейчас покупательская способность там не очень высокая, давайте, может, дешевый делаем. Ну, уходим от этого, потому что пусть лучше один раз покупает, Ну да. но само... А сейчас Это- очень модно, насколько я знаю, работать с российскими дизайнерами. Вот сейчас многие компании с этим... Да, потому что какая бы ни была классика, традиционность, все-таки жизнь не стоит на месте, хочется чего-то нового. Вы сейчас работаете с какими-то самородками, вот российскими? Кто занимается у вас дизайном на фабрике? Вы имеете в виду какой-то дизайн, который прикреплен именно к самой фабрике, да? Я имею в виду, Ну, может быть, дизайнеры, которые просто как дизайнеры, Нет, и может людям быть, обустраивают квартиры. Нет, я имею в виду дизайн новых коллекций. Да, кто этим занимается? Приглашенный дизайнер или это ваши дизайнеры внутренние? Вот каким образом у вас строится? У нас здесь система выстроена изначально чуть-чуть нетрадиционно, как вот у других компаний. Когда я один раз ездил покупать оборудование в Германии, меня спросили, у кого вы дизайн заказывать. Я сказал, у нас сейчас 36 дизайнеров. Они так, как вы можете 36 дизайнеров содержать? Мы вот... Штат такой. Да. Скалини не может себе позволить этого. А потом, когда я объяснил, изначально вот компания Фарема, это она ж вышла из Швеции, там была сама идея возникновения этой кухни, то есть компании и бренда, как раз многие мебельные производства во время кризиса, они просто не удерживали конкуренцию, и из-за того, что там покупатели не могут дорогую То есть новую у Фарема шведские корни? Да, она из шведская, она... Ага. И По имя скидам. что-то значит, да? Форма, дизайн, да, от слова форма, Ага, да. то есть завершенная конструкция некая. Да, в лучшие Интересно. времена было по Скандинавии, вообще в мире 76 компаний, которые под этой маркой. Сейчас где-то около 20. И вы одна из ведущих.
самым крупным ведущим мы и стали. У нас, мне подсказывают, уже выходит время. Мне хотелось бы задать такой основной вопрос, самый главный, про ваши последние придумки в области продвижения. Да, давайте, я знаю, что у вас есть очень интересный проект, который напрямую не связан с производством мебели, но тем не менее отражает вот ваше отношение как бы к рынку, к людям, да, что на кухне мы не просто вот как бы не купили кухню, поставили, забыли, мы там живем, да, вот, может быть, Мурат расскажет про этот? Это как раз его проект, чтобы я не был автором этого, пусть автор и рассказывает. Ну да, я инициатор этого проекта. Проект называется Just Cook. Кулинарная мастерская Just Cook. Ну, это сочетание иностранных слов. Just Cook просто готовь переводится. Вот. Кулинарная мастерская — это что-то такое, как место, куда может любой прийти и там что-то готовить. Идея какая? Это такая моя позиция, которую я сейчас выстраиваю, позицию компании Farema, что кулинария. Слово кулинария — это сейчас тренд. Сейчас очень много Это все, точно. что связано с кулярией, все, что связано с программами и так далее, телевизионные программы. Продукты. Вот. Да. Так как я до Приготовить. семейного, как сказать, внедрения в семейный бизнес занимался ресторанным бизнесом и учился на это, и я повар-кондитер по образованию, и, то есть проработал где-то в ресторанном бизнесе порядка 7-8 лет после... В Потом... следующий раз приглашаем вас с кексами. Да. Поэтому я решил, когда я пришел в семейный бизнес, ну, я понял, что что-то у меня мебель как-то вообще... Что-то нормально, да, все классно, я какие-то идеи свои реализовываю, но что-то у меня как бы душа не все равно не, это, не реализовано. можно И вы сказать. решили Да. привнести профессиональный взгляд Да. профессионального И я понял, что шеф-повара. кухня, мы же кухню делаем, Да. а кулинария, собственно, и кухня, да, Это как бы, очень это близко. очень близко. И я решил сделать такой проект. В чем он заключается? Это в том, что в салоне, допустим, если представить обычный салон кухонной мебели, то есть это скучный салон, ну, нельзя сказать скучный, да, это в котором представлена мебель и какие-то консультанты ходят, которые тебе на компьютерах Ну, рассчитают. это просто кухню, да. потребление. Пришел, Да, просто купил, ушел. потребление, да. Мы вносим небольшую такую частичку эмоций под видом кулинарной мастерской. То есть, допустим, 30-40% салона отведено под очень уютное просторное помещение, в котором может 15-20 человек. То есть это будет не только вот во флагманском салоне, который на вот Братиславской, да, это будет везде, правильно? Ну, мы сейчас, пока это один проект, мы сейчас посмотрим, как это будет работать там, как это будет клиентам. Да, и мы надеемся, что мы в скором времени увидим Очень интересно, да, потому что это действительно... кулинарное шоу и переход действительно от продажи мебели к продаже образа жизни и то, о чем сказала компания Farema Кухни привнести. Да, и вот завершая уют, сегодняшнюю комфорт, передачу, хочется сказать, что вы действительно очень уникальная компания, интересная. Мы желаем Пожелать вам продолжать развиваться выходить в на том новый же уровень. направлении и вот подарить вам вот такую замечательную тумбочку, символ богатства, мебельщика, именно вот. мебельщика. Да, сюда положить монетку. А вынуть отсюда уже ту купюру, которая принесет вам действительно счастье, процветание и удачу. Поэтому мы вам дарим вот эти замечательные тумбочки и ждем вас снова в гости. Поэтому спасибо большое, до встречи. Спасибо вам. Спасибо вам. Отлично. С вами была программа «Мое дело мебель», ее ведущий Тимур Гафитуллин и Наталья Баршева. До свидания, увидимся. До свидания.